Кстати, действительно, вот в настоящем походе, который осуществляет Атомоход 50 лет Победы, будут проходить в течение этого похода научно-практические конференции, где одним из вопросов будет вопрос, что же делать далее с атомоходом «Арктика», который сегодня стоит у причала Мурманского пароходства. Есть давняя идея о том, чтобы его перевести сюда, в Петербург, отшвартовать в Кронштадте, сделать его филиалом Музея Арктики и Антарктики. Ну вот когда все согласны, все, даже есть рекомендации, вышли с губернатора нашего города Полтавченко со стороны морской коллегии России, со стороны правительства, но денег на это не находится. Хотя уничтожить его, пустить, как говорят моряки, на иголки, будет дороже, чем сюда его перевести. И в этой связи мы подходим к завершению нашего сегодня памятного мероприятия торжественного. Я хочу от вашего имени, поскольку это есть в программе нашей встречи, обращение в адрес руководства Северной Осетии. Я зачитаю, я думаю, если вы одобрите, то мы текст этого послания отправим от вашего имени. Главе Республики Северная Осетия Алания Виталию Зелимхановичу Бетарову и председателю правительства РСО Алания Таймуразу Руслановичу Тускаеву. Уважаемый Вячеслав Зелимханович и Таймураз Русланович, 17 августа 2017 года исполнилось 40 лет выдающемуся событию, когда атомный ледокол «Арктика», ведомый уроженцем Осетии, российским капитаном Юрием Сергеевичем Кучиевым, преодолел мощный пояс паковых льдов и впервые в мире в августе 1997 года достиг в активном плавании географической точки Северный полюс. Ну, все прекрасно знаем результирующую часть. Вячеслав Зелимханович и Таймураз Казбекович в ознаменование 40-й годовщины героического покорения Северного полюса, а также в преддверии празднования 100-летия со дня рождения героя соцтруда Юрия Сергеевича Кучиева, просим обратиться в правительство Российской Федерации, в морскую коллегию России с просьбой дать имя Юрия Сергеевича Кучиева одному из строящихся российских ледоколов. Выразить руководству страны свою поддержку идеи сохранения вышедшего из эксплуатации ледокола «Арктика», переводу его в акваторию морского порта Санкт-Петербург с целью создания в нем филиала Музея Арктики и Антарктики. Просим обратиться в Почту России, выпустить почтовый конверт и марку, посвященный 100-летию со дня рождения Кучиева и 40-летию похода атомохода «Арктика» к Северному полюсу. Также в целях увековечения памяти выдающегося арктического капитана просим рассмотреть наше предложение об участии республики совместно с общественностью и осетинским землячеством Петербурга в изготовлении и установке в Петербурге мемориальной доски, посвященной Кучиеву и выдающемуся событию 20 века покорению Северного полюса. По нашему мнению, такая мемориальная доска должна быть установлена на фасаде дома по Большой Пушкарской, дом 11, на Петроградской стороне Петербурга, где жил и умер Юрий Сергеевич Кучиев. С братским приветом от общественности Санкт-Петербурга, участники торжественного памятного мероприятия, посвященного 40-й годовщине героического покорения Северного полюса атомоходом «Арктика» и памяти знаменитого полярного капитана Кучиева. И дальше перечень участников нашего мероприятия. Герой соцтруда, капитан «Арктики» после Кучиева Ламихов, герой соцтруда Захарова, бывший командир авианесущего крейсера «Минск» контр-адмирал Гакинаев, бывший директор музея Мурманского пароходства Карепова,
бывший руководитель пищеблока ледокола «Арктика» Ульянов, комитет по международным связям Совета ветеранов СПБ Станкевич, от Совета старейших осетинского землячества Макоев не явился, секретарь посольства Республики Южная Осетия государства Алания Ананиев, журналист, президент фонда «Пискаревский мемориал» Зоцев, руководитель библиотеки национальных литератур Давлянская, директор Пискаревского мемориала Колпаков, представитель Терского казачества в СПБ Каргинов, представитель осетинского землячества Тотров Александр, представитель осетинского землячества Датов Казбек, представитель осетинского землячества Вячеслав Санакоев и другие.